За развитием событий на Украине не следил разве что ленивый. Из-за военных действий люди тысячами покидали свою родину не в поисках лучшей доли, а элементарно, чтобы остаться в живых. В числе многих, кто попросил временного убежища на территории России, оказалась и семья Багировых. Наталья с 2 детьми живет в Сибае с августа 2014 года. Поначалу было очень тяжело, но теперь появилась крыша над головой и худо-бедно какие-то вещи. Уезжали-то с пакетами, со слезами на глазах вспоминает женщина. Время идет, но эхо этой внезапной войны тише не становится. Бомбежки, потери близких и друзей, разруха и уничтожение целых селений. В памяти все. Выехали под обстрелом. Ехали, когда и по людям, которые с Луганска везли детей, давали, добро дали. Администрация, таксисты сами согласились, вывозили детей. По этой колонне детской били, по автобусах били. Российские таможенники, прикрывая собой малую. И сумки тянет парень бедный, ребенка прикрывает собой. Зашли в туннельное место, да. Под железной дорогой мост. Оттуда отправились на полевой лагерь, откуда было распределение по Российской Федерации. После ростовского лагеря беженцев Багировых направили в Уфу. Оттуда распределили в Сибай. Здесь их окружили заботой. Постоянно помогали и до сих пор их курируют сотрудники комплексного центра. Волонтеры собирали вещи первой необходимости, оказывали содействие в оформлении документов. Старшая дочь Татьяна устроилась работать продавцом. Младшая Ариша пошла в школу. И, казалось бы, пора спокойно обживаться на новом месте. Но новая беда. Арине после многочисленных обследований врачи поставили диагноз: открытое овальное окно, дополнительная хорда левого желудочка, сердца. А еще девочка постоянно кашляет. Мама Наталья говорит, что это у нее началось еще будучи на Украине, после очередной бомбежки, вероятно, фосфорными бомбами. Чтобы наверняка выявить причину заболевания и способы лечения, Арине требуется дополнительное обследование. У семьи хоть и есть все необходимые документы, но нет средств на платные анализы. Втроем они живут на 10 квадратных метрах, за которые в месяц платят 3000 рублей, плюс затраты на еду, одежду, гигиенические принадлежности. Одной зарплаты старшей дочери Татьяны не хватает. Хочу обратиться к всем сибайцам, всем матерям. Как мы с вами стали близкие, родные, у меня здесь мои доченьки, есть подруги, у меня тоже друзья. Сибайцы, коренные сибайцы. Хочу обратиться к вам за помощью. Помогите, пожалуйста, не потерять мне своего ребеночка. Им и нужно-то всего 5000 рублей, но и такая сумма для этих людей большая. Если кто-либо захочет помочь семье вынужденных переселенцев из Украины, то их реквизиты есть в нашей редакции. По секрету, маленькая Аринка призналась нам, что больше всего она любит своего плюшевого друга Чапу. И, нежно прижимая к себе потрепанную собачку с полуоторванными пуговичными глазами, добавляет: «Я спасла его от войны». Елена Афанасьева, Радмир Синглуев, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.